болгон сенин жетиңди алкымыңа зор оюн. Шел 2020 год. Карьера молодого певца под псевдонимом Эломан понемногу развивалась. Его видео набирали по 10 тысяч и больше просмотров. В июле он выставляет новую песню под названием «Цветок» Гуль. Но в том же году случилась революция, и его судьба круто изменилась. Помимо певчих талантов, Эломан Тохтобеков обладает полезной в Кыргызстане графой в биографии – связью. Его близкий друг Рустам Джапаров – сын президента Кыргызстана Садыры Джапарова. Это завод модульных конструкций в Балыкчи. В 2022 году его посещает президент Садыр Джапаров. На этом заводе собирают панели для многих государственных строек, не исключая и город Осман. На заложении капсулы уже в июне 2023 года мы видим, что президенту помогает строитель с логотипом завода в Балыкчи. Завод Модель Хаус был зарегистрирован в Министерстве юстиции в феврале 2022 года, а одним из учредителей является Тохтобеков Эломан Сүйүмбекович, близкий друг сына президента. Это подтверждает в том числе и то, как его записывают в телефонах других людей. Эломан Рус Досу, Садыр плюс Эломан плюс Рустам. Второй учредитель Модель Хауса – Кочкорбек Джуманазаров. Он связан с другим высокопоставленным чиновником, человеком, который оказался удобным для всех последних 3 президентов. Речь пойдет об управляющем делами президента Каныбеке Туманбаеве. Чтобы не пришлось любимой плакать, крепче за баранку держись, шофер. Каныбек Туманбаев начал свой взлет с должности шофера Икрамджана Ильмиянова, хотя некоторые источники утверждают, что был просто близким доверенным лицом. А Икрам Ильмиянов был одним из самых влиятельных фигур при Алмазбеке Атамбаеве. И да, начинал Ильмиянов как водитель Алмазбека Атамбаева. Медиа Азаттык пишет, в узких кругах обсуждалось, что помимо этого много чего из имущества Ильмиянова было записано на Туманбаева. Из-за этого в народе последнему даже дали кличку «Шофер шофера». Источник издания Азаттык. 2015 год. Кандидат от провластной партии СДПК по имени Каныбек Туманбаев никому не известен. У многих СМИ даже нет его фотографии и даже информации о нем. В списке он шел 67-м номером. Но источники говорят, что уже тогда Туманбаев владел бизнесом от имени Атамбаева лишь на бумаге. После ухода с должности президента Атамбаев переоформил на себя канал ОН1, оформленный до этого на Туманбаева. Впоследствии телеканал ОН1 стал телеканалом «Апрель». Сегодня я вручаю ордена Фариду Ниязову и Икраму Элмиянову. Икрам Элмиянов – это, наверное, единственный киргиз, который отказался быть и депутатом, и работать где-либо на госдолжности. Дай Бог, чтобы больше было таких. Все рвутся к портфелям. Он, чтобы вы знали, работает у меня с 18 лет. 25 лет он работает со мной. 2017 год. Алмазбек Атамбаев объясняет, почему он вручает награду Икрамджану Ильмиянову. Ильмиянов был водителем Атамбаева в давние времена. Именно с ним и связывают Каныбека Туманбаева. Издание «Азаттык» пишет, что часть имущества Икрама Ильмиянова
была записана на него. С 2012 по 2019 годы Каныбек Туманбаев возглавил строительную компанию БКС. В отдельных кругах его имя упоминалось в связке с Икрамджаном Ильмияновым, советником бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева. В частности, Туманбаева называли самым приближенным и доверенным человеком Ильмиянова, когда последний был одним из влиятельных людей в Белом доме. Источник Азаты. С приходом к власти Сооронбая Джеймбекова Каныбек Туманбаев начинает налаживать связи и с этой властью. Апогеем становится выдвижение его кандидатом в депутаты от Джеймбековской партии Биримдик. На государственной должности ни одного дня не работал. Как только он начал хорошо заниматься бизнесом, открывать рабочие места, начал строить заводы, фабрики и пошел в политику, все начали поливать его грязью. Грязью не поливали, но уже тогда он попал под объективы журналистов-расследователей. Его имя упоминается в расследовании Азаттык. В деле о нецелевом использовании денег, собранных муфтиятом на хадж в 2020 году. Деньги паломников муфтият отдал в суду, аффилированной с Каныбеком Туманбаевым фирме, и выдал эту суду тогдашний муфтий Мақсатбек Тоқтомушев. Мурдагы муфтий Мақсатбек Аджи Тоқтомушев. Бывший муфтий Мақсатбек Аджи Тоқтомушев, согласно Минюсту, занимался бизнесом. На него оформлены две компании, одна из них РИБХ. Учредителями являются Джорджин Хасан Гашимович, Мақсатбек Тоқтомушев и Каныбек Туманбаев. Мақсатбек Тоқтомушев жана Каныбек Туманбаев иелик кылат. На этой фотографии экс-муфтий Мақсатбек Тоқтомушев на официальной встрече, и вместе с ним почему-то Каныбек Туманбаев и тот самый совладелец завода в Балыкчы Кочкорбек Джуманазаров. Всем привет, с вами Актилек Капаров. А это уже наше расследование. Актилек Капаров и наша команда выявили тогда, что Каныбек Туманбаев был связан с махинациями на тендерах в Кыргыз-Темиржолу. Кыргыз-Темиржолу, используя коррупционные схемы, закупал продукцию в 2 раза дороже, чем на заводе-производителе. Это было подтверждено решениями российских судов. Работы по ремонту осуществлялись ЗАО «Промжд Гарант», то есть фактически операции по переработке, а именно работы по ремонту локомотивов дизель-электрических, осуществлялись ООО «Промжд Гарант» лицом, не указанным в разрешении на переработку, выданном ООО «Стройтехсервис». То есть Стройтехсервис, как говорится в обиходе, является фирмой-прокладкой. Кыргыз-Темиржолу вместо того, чтобы позвать на тендер непосредственно производителя, закупают услуги через фирму-посредника. Из решения арбитражного суда Курганской области мы узнаем, насколько завышались цены фирмой Стройтехсервис. Контракт вместе с дополнительными соглашениями по ремонту локомотивных колес составлял $452 тысячи. Ремонтные работы фактически обошлись в $218 тысяч. Соответственно, практически 2 раза была завышена стоимость. Этого молодого человека зовут Батырбек Джантаев. Он близкий родственник Каныбека Туманбаева. На него также оформлены многие фирмы. В частности, скандально известная компания «Саяска». Это Батырбек Джантаев. Он был директором компании «Саяска» и победил в тендере у филиала КТЖ по материально-техническому обеспечению, предложив почти 55 миллионов сомов. Затем, чуть позже, Батырбек становится начальником этого же филиала Кыргыз-Темиржолу. Помимо этого, и Туманбаев, и Джантаев возглавляли ОСО «Коштамчы». Бишкек. Кормлю весь город самыми сочными, мощными бургерами в городе бесплатно. Сегодня... А вот и открытие Black Star Burger в Бишкеке. На бесплатную раздачу бургеров и концерт российской звезды эстрады Тимати пришли сотни людей. Открывают Black Star Burger сам Каныбек Туманбаев, а также на тот момент муфтий Мақсат Аджи Тоқтомушев. Среди них еще одно лицо – Равшан Сабиров. Учредителями Black Star Burger являются Батырбек Джантаев и супруга Равшана Сабирова, а директором в один момент был все тот же Кочкорбек Джуманазаров.
16 января этого года Ахтылека Капарова по приказу властей арестовывают по надуманному обвинению. Сейчас молодежь пришла с требованиями. Говорят, министерство захватили такие-то, мэрию захватили другие. Вы требуете, чтобы старые ушли? Сейчас мы создали координационный совет. Еще присоединяются. Пожалуйста, выйдите на трибуну. Послушайте, успокойтесь, слушайте. Теперь старых не будет. 2020 год, октябрь. Садыр Джапаров называет всех остальных революционеров старыми кадрами, обещает новые кадры и работать только с молодежью. Мен только жаштар менен иштешемин. Анткени келечек жаштардыкы. В 2021 году Садыр Джапаров становится президентом. Чтобы Кыргызстан стал экономически развитой, динамичной, сильной и свободной страной, где соблюдаются права человека, установлено верховенство закона, молодежь с оптимизмом смотрит в будущее. И вот они, новые молодые кадры. Равшан Сабиров становится исполняющим обязанности вице-премьер-министра. И чуть погодя, управляющими делами президента назначается Каныбек Туманбаев. Или старые. Разве не они открывали в 2019 году Black Star Burger? Разве не на них регистрировали свои фирмы прежние властимущие? Каныбек Туманбаев президенттин иш башкаруучусу болуп тайындалды. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Джапаров кол койду. И Равшан Сабиров, и Каныбек Туманбаев оказались в череде скандалов, связанных с государственными стройками. Первый же скандал разгорелся, когда начали строиться школы без тендеров. Об этом заявил депутат Дастан Бекешев, а Тыныстан Асыпбеков и наша команда выявили, кто же стоит за этой стройкомпанией. Экспресс-строй КГ ЖЧКсынын мурдагы негиздөөчү. Вернемся к экспресс-строй КИГ. Учредителем является Азатов Ахмадшох Равшанбекович, по данным СМИ сын Равшанбека Сабирова. Директором до недавнего времени являлся названный Дастаном Бекешевым Ермек Атантаев. Сейчас директором является Кочкорбек Жуманазаров. Ордуна Кочкорбек Жуманазаров аттуу жетекчи келген. 16 января этого года в 6 утра к Тыныстану Асыпбекову домой пришли с обыском, с надуманным обвинением. Он просидел в СИЗО несколько месяцев, но и сейчас под домашним арестом он не может продолжать делать свои расследования. Кыргызтемиржолу анонсировал строительство этого завода еще давно. Это репортаж ЛТР от 2021 года. Завод планировалось построить за счет госпредприятия и инвесторов. Еще в планах обновить шпалы на 20 километров участка и построить завод по производству шпал. Возвести его хотят в Кеминском районе к концу следующего года. Финансирование будет за счет Кыргызтемиржолу и инвесторов. Введение завода позволит обеспечить дополнительные рабочие места, покрыть потребность госпредприятия и экспортировать продукцию. Завод построили, и вот он сюрприз. Принадлежит он уже не Кыргызтемиржолу, а некой компании Еврошпал. Вот что говорит нам источник. Даже на сайте КТЖ подтверждено, что он государственный. Генеральный директор говорит: впервые мы откроем собственный завод по производству железнодорожных шпал. Теперь будем стелить свои шпалы. Однако позже оно было передано частной компании Еврошпал. Однако средства были выделены от средств КТЖ. Завод должен был быть построен за счет государства. Пользуется железом государства. После использования всего, после постройки завода, почему-то переходит в частную компанию. Так кто же тот, который получил государственный завод и последующие госзаказы на шпалы? В учредителях наши давние знакомые. Певец и друг сына президента Илиман Тохтобеков и приближенный Каныбека Туманбаева Кочкорбек Жуманазаров. В учредителях нет ни одного упоминания государства или госпредприятия.
6 апреля 2022 года Садыр Джапаров принимает новый закон о государственных закупках. Новый закон он представил как борьбу с коррупцией. А на самом деле закон скрыл от общественности тендеры госпредприятий, в том числе и Кыргыз-Темиржолу, и дочерних предприятий управления делами президента. Вот что сказал Международный валютный фонд о новом законе. Это повлечет за собой нецелевое использование государственных средств, дальнейшее ухудшение инвестиционного климата и может поставить под угрозу доступ к столь необходимому льготному внешнему финансированию. Визитной картой популизма Садыра Джапарова под названием «30 лет такого не было» стали стройки. В этом расследовании мы выявили 11 государственных проектов на общую сумму более 130 миллионов долларов. Реализуются они через управление делами президента, через того самого Каныбека Туманбаева. А строительством занимаются фирмы, связанные с семьей президента и с самим Каныбеком Туманбаевым. Я надеюсь, что аэропорт в будущем полностью покроет потребности в авиасообщении для туристов из Кыргызстана и из-за рубежа. Надеюсь, что туроператоры создадут все условия для отдыха в Караколе и внесут большой вклад в развитие экономики области и в целом в развитие туризма в стране. Уважаемые сыкульцы, уважаемые соотечественники, это лишь один из примеров государственной деятельности. Мы прикладываем все усилия для того, чтобы на корню поменять ситуацию в стране. Садыр Джапаров сделал громкие заявления на закладке капсулы аэропорта в Караколе. Был объявлен тендер, и после тендер отменили. Садыр Джапаров объяснил почему. Мы тут же отменили тендер. Если бы он состоялся и его выиграла зарубежная компания, то мы бы сейчас судились. Они бы заявили, что несмотря на результаты конкурса, мы им не даем приступить к строительным работам. Мы и тут вырвали огромную сумму из рук определенных лиц. Сейчас мы строим все сами, сохранив в бюджете 10 миллионов долларов. Как оказалось, страна задолжала 5 миллиардов долларов из-за того, что все 30 лет из-под контроля упускались такие действия. Но на деле оказалось не так. От населения просто скрыли, кто же будет строить аэропорт и за какую сумму. На 10 миллионов долларов дешевле или наоборот дороже. Уже никто не проверит. Но кто строит, все же удалось выяснить. В одном из репортажей государственного канала засветилась фирма «Сапат-Жолстрой». Знакомьтесь, это учредитель и директор фирмы «Сапат-Жолстрой». Зовут его Темирлан Джуманазаров. Он родственник Кочкорбека Джуманазарова, того самого доверенного, проверенного человека Каныбека Туманбаева. И фирма «Сапат-Жолстрой» нашим зрителям известна. Предыдущее его название «Мосавтодорстрой». И мы возвращаемся к Кыргыз-Темиржолу и нашему совместному с Али Токтокуновым расследованию 3-летней давности. В Кыргыз-Темиржолу есть лишь 2 подразделения, которые закупают товары и услуги для предприятия. Мостоотряд один из них. Василий Дашков возглавлял его 13 лет. За последние 2 года Мостоотряд провел 125 тендеров на общую сумму 298 миллионов сомов. Одним из самых крупных поставщиков является компания «Мосавтодорстрой». Компания выиграла 24 тендера на общую сумму 112 миллионов сомов. И мы тогда выявили, что Василий Дашков, бывший глава подразделений и самого Кыргыз-Темиржолу, выигрывал тендеры у себя самого. Вы удивитесь, но до определенного момента единственным учредителем являлся сам Дашков Василий Анатольевич. Перерегистрацию компания прошла лишь в сентябре прошлого года, но тендеры она начала выигрывать с 2018 года. То есть почти 2 года Дашков выигрывал тендеры у себя же самого. Сейчас изменились названия и владельцы, но схема осталась та же. Мосавтодорстрой переименовали Сапат-Жолстрой, и сейчас он без тендеров получает заказы уже у управделами президента.
Заказ Каныбека Туманбаева получает его же приближенный человек. И существенное отличие от времен правления Джеймбекова – население не знает ни суммы тендера, ни фирм-победителей. С приходом к власти Садыра Джапарова начали скрывать данные. Портал «Открытый бюджет» перестал показывать, сколько государства и госпредприятия платят частным компаниям. Это не что иначе, как сокрытие властью коррупции. При публикации непосредственно без меня не обходится, поэтому я приношу извинения свои людям, которым это расследование доставило столько неудобств. Это шеф-редактор информагентства «Спутник». Его вынудили извиняться за расследование. В расследовании говорилось, что дома, пострадавшим во время конфликта с Таджикистаном, строит компания, связанная с Каныбеком Туманбаевым. Расследование пришлось комментировать и президенту Садыру Джапарову. Интервью Садыра Джапарова информагентству «Хабар». Если бы мы сразу доверились Госстрою, то эти деньги между собой поделили бы определенные лица с компаниями-посредниками. Я вырвал эти деньги из их рук, за что они стали винить Каныбека Туманбаева и начали против него информационную атаку. Мало верится, что Госстрой не подчиняется президенту, и он не говорит, что сразу уволил или возбудил уголовное дело, значит, его все это устраивало. Под видом экономии средств Садыр Джапаров опять оправдывает отмену тендера и уже открыто говорит, что передал строительство компаниям, связанными с управлениями делами президента. А компания Аманат Курулуш Инвест могу сказать, что она следит за ходом строительства в Баткене и, не накидывая ни таина, оформляет все на бумагах. Их просчет был в том, что среди учредителей 20-летний парень, да пусть среди них будет и 18-летние. Лично мне, да и всем это не столь важно. Важно то, что они сэкономили деньги государству. Не упомянул президент про учредителя Давида Камбарова, односельчанин Каныбека Туманбаева. Он был до этого директором уже знакомой нам фирмы Саяска и работал в том самом Black Star Бургере. Когда-то я был поваром в России, затем в Бишкеке стал менеджером сети ресторанов быстрого питания. Познакомился с Каныбеком Туманбаевым. То, что мы из одного села, узнал только после знакомства. Фирма Давида Камбарова Аманат Стройинвест строит не только дома в Баткене, но и дома в Бишкеке. И опять же, это государственный заказ. У Аманат Стройинвест два учредителя. Один Давид Камбаров, а второй как раз таки тот 20-летний парень, некий Нурламбек Улу Адилет, 94-го года рождения. А это свадьба Адилета и дружка на свадьбе, родной племянник президента Садыра Джапарова, Исхат Нургоджоев. Исхат Нургоджоев сын Давлета Джапарова. И в нашем другом расследовании мы уже рассказывали о том, как семья брата президента Давлета Джапарова внезапно разбогатела после прихода к власти Садыра Джапарова. В ходе своего расследования я вывел более 9 машин на семью на общую стоимость 50 миллионов сомов. Все они были куплены после прихода к власти Садыра Джапарова. А сейчас мы рассказали, что строительная компания, которая получает огромные государственные заказы, случайно стал принадлежать другу племянника президента. С недавних пор государственная ипотечная компания переходит под управление делами президента, то есть под Каныбека Туманбаева. Сауыр менен күттүк, мына күндө эртең болуп кетет. Биринчи күн дейт, биринчи күнү келсең, үчүнчү күн дейт.
бүт эле алдап келатышат да, бул кайсы фирма экен дагы чоңдорго да чыга албайбыз дешти. Это строители санатория Джиргалан жалуются на невыплату заработных плат. Санаторий перешел от профсоюза Кыргызстана управлению делами президента. И это также предмет гордости новой власти и президента. Биз бу жакта кайрылып аткан элдер ушул жерде Скөл областынын Жыргалан курортунда ушул жерде иштегенбиз. Мы с пониманием и терпением очень ждали. Каждый день они кормят завтраками. Говорят в понедельник. Приходим в понедельник, переносят на среду. И так они обманывают нас. Мы не знаем, что за фирма даже, и не можем выйти на руководство. Общая сумма долга примерно 5 миллионов сомов. Примерно 5 миллионга жакын акчада. Общий бияқта КамАЗтери да бар, бүт барыбыз барбыз. Эч кимиси жок ачкондордон бияка. Несмотря на проблемы с выплатами зарплат рабочим, стройку сдали. Но такая же проблема была не только на этом объекте управления делами президента. В октябре прошлого года разгорелся скандал. Строители из Индии вышли бастовать. Они требовали выплатить им обещанные зарплаты и жаловались на нечеловеческие условия труда. В Кыргызстане об этом скандале мало кто знал, но зато эта история вышла в индийских СМИ. А история с индийскими рабочими началась после вот этого знаменитого выступления Садыра Джапарова. Придумали новый анекдот. Не знаю, сами наши кыргызы или иностранцы придумали. Идут иностранцы по селу, видят, стоят 5 кыргызов без работы. Обсуждают политику. Что стоите? Что не работаете? Нет работы, говорят. Ай, там фабрики открываются, заводы ищут работников. Там надо работать. Эти анекдоты взяты из жизни. Мы, кыргызы, очень ленивый народ. Президент публично назвал наш народ ленивыми. Более того, обвинил рабочих в том, что сроки строительства резиденции срываются. Чет өлкөлүк бир күндө жасап бүтүргөн ишти биздин кыргыздар бир жумада да бүтүрө албай атабыз. Там работало более 500 наших кыргызских джигитов. Просто нет слов. Вместо 8 часов они работали всего 5. 6 рабочих дней они должны были работать, но они в понедельник могли не прийти. Из этих 5 часов 1 час они обедают, 1 час они копаются в телефоне и час курят сигареты. 3 часа на это тратят. То, что иностранец делает за 1 день, мы не можем закончить и в течение недели. И мы вынуждены были привезти 800 рабочих из Дубая, чтобы они закончили к сентябрю и пошли строить город Осман. Но даже с бесправными индийскими рабочими резиденцию к сроку не успели. Стройкой занимается Иншат Стройбилдинг. Взамен он получает 25 гектар бишкекской земли. Эгерде эксперт айткандай жердин сотухун орто эсеп менен 30 000 доллар деп эсептей турган болсок, если, как говорят эксперт, посчитать 1 сотку по 30 000 долларов, 1 гектар земли будет стоить 3 миллиона долларов. 25,7 гектар земли будут стоить 77 миллионов 100 тысяч долларов или 6 миллиардов 784 миллионов сомов. Иншаат Стройбилдинг компаниясы менен түзгөн келишимдин шарттарын билбейбиз. Более того, Иншат Стройбилдинг раньше называлась Экспресс Строй КГ. Та самая компания, с которой мы начинали наш рассказ. Компания, которой формально владели люди Равшана Сабирова и Каныбека Туманбаева. Госканалы рассказывают о достижениях новой власти и хвастают стройками, но умалчивают о коррупции. Умалчивают о том, что за этими стройками стоят люди Каныбека Туманбаева и друзья родственников Садыры Джапарова. Государственный аппарат делает все, чтобы кыргызстанцы об этом не узнали. Закрывает тендеры, убирает записи из бюджета и сажает журналистов. Кызык жашоо башталды, иштетели баштады. Бир муштундай түйүлөлү бириктирип жаштарды. Эч кайдыгер болбойлу, келечекте хойлойлу. Жагалданбай байларга, мыктыларды колдойлу.